Правило эффективного управления деньгами. Чтобы у вас деньги водились и оставались, первое, что нужно делать, это надо планировать расходы. Вот есть такие даже советы того, что нельзя ходить голодными в магазин. Да? Почему в продуктовый? Почему? Потому что есть большая разница, когда вы идете туда голодный, что вы покупаете, и то, когда вы покупаете, когда вы не голодный. Да? То есть вы покупаете много лишнего, когда вы голодный. Не жесткий постоянно контроль, а регулирование и управление. Это разные вещи. Жесткий контроль — это вот пахнет ограничениями, да? А здесь вот все-таки вот управление деньгами — это такая вещь, она гибкая, да. То есть это надо нащупать какую-то серединку, чтобы не уйти в какие-то ограничения и совсем как бы не уйти вот в транжирство там и так далее, да? То есть все равно траты должны быть, все равно на развлечения там и так далее, на бессмысленные покупки иногда почему бы и нет, да? Что вот, понравилась мне блестящая какая-то 10-я вещь, я пошла ее купила, почему бы нет, если я женщина, я так хочу, если, да? Не ругаю себя за это, и могу себе это позволить, например. Вот, то есть здесь все как-то вот, понимаете, да, что не четко, а вот планы, они какие? То есть я примерно знаю, сколько я получаю, я примерно знаю, что мне надо там на обязательные платежи какие-то. Вы, наверное, это делаете, да? Кто ведет вообще вот баланс расходов прихода своего бюджета? Поднимите, пожалуйста, руки. Бухгалтерию домашнюю. 1, 2, 3. Почти, да. 4,5 человека из зала у нас ведут бухгалтерию. Да? Но это не очень хороший показатель, хочу я вам сказать. Да? Значит, с планированием у вас не очень хорошо. Все-таки, когда вы планируете, оно как-то с деньгами лучше получается, да? Чем когда вы бесконтрольно вот все это вот приход и расход не учитывается. Поиск новых источников доходов. То есть если вы хотите финансово расти, это нужно делать постоянно. Да? То есть увеличили доход, дальше что я делаю? Как я еще могу дальше развиваться? Рациональное использование кредитов. Так, поднимите руки те, у кого нет кредита. Так, 1, 2, 3. Вы все сели справа. Это сторона бескредитная. Так, расскажите, как так получилось, что у вас нет кредитов? Я вас не критикую, наоборот, я вам не восхищаюсь. Но главное, чтобы не было опять-таки перекосов. Того, что я вообще ушел в кредиты, беру кредит, чтобы закрыть кредит, там, и вот эта вот кредитная такая яма, чтобы она с вами не происходила, а для этого надо опять-таки учитывать и планировать расходы и приходы. Вкладывание средств в собственное развитие. Да, про это мы говорили. Накапливание резерва, постановка целей, про это мы с вами говорили, повышение финансовой грамотности. Следующий слайд. Как повышать доходы. Вот, оптимизировать расходы. Какую-то историю рассказывали про бабушку, которая там получала 15 тысяч рублей, при этом она не брала кредиты, и при этом она могла себе там покупать какие-то большие вещи и так далее. Да? Что на самом деле не важно, сколько вы получаете, а важно, как вы умеете правильно распределять ваши деньги. Да? И с любым уровнем дохода можно и оставлять деньги, и не брать кредиты, там, да, и даже вкладываться, и инвестировать и так далее. То есть нет такого, что надо вот дорасти до какого-то, а потом уже я там и заживем. Не откладывайте жизнь до каких-то условностей. Знайте себе реальную цену. Если я считаю, что 50 тысяч моя зарплата и все, и больше я нигде лучше работу не найду, значит, я себя так оцениваю, да, на 50 тысяч в месяц. Если я считаю, что меня это не устраивает, я считаю, что я могу себе найти что-нибудь получше, да, и тогда я начинаю что-то делать, чтобы найти себе более высокую оплату. То есть то, сколько вы сейчас получаете, это получается ваша стоимость на сегодняшний день. Как вы сами себя оцениваете. Получайте новую информацию, учитесь общаться и взаимодействовать с людьми. Тоже такой интересный фактор, да? То есть деньги, они бывают часто связаны с общением, взаимодействием с людьми.
Ну и чем лучше вы это делаете, и чем лучше вы хотите делать для людей, тем деньги легче к вам идут. Да? Есть тоже такая закономерность. Инвестируйте в себя, учитесь, развивайтесь, инвестируйте в акции, драгметаллы, да, ну как способ такой. Есть разные способы вообще инвестиций, да? Стартапы, там, я не знаю, криптовалюты, там еще что-нибудь. В свое будущее тоже вклады какие-то, приобретения могут быть. Создавайте новые привычки, новые нейронные связи, активно действуйте, развивайте стратегическое мышление. Если я живу только, думаю про месяц вперед, и мои планы только месячные, да, это нифига не стратегическое мышление. Стратегическое, оно вот идет далеко вперед, на год. Вот у кого есть планы на 5 лет, поднимите руки. 1 человек, 2, 3,5, 4. Так, ну молодцы. Хочу вас с этим поздравить. Так, ну, спасибо вам большое за внимание. Как раз вот желаю вам богатства и процветания.